Мне довелось, посчастливилось почти с самого начала участвовать в деятельности Архикон. Честно говоря, потому что наука стала стремительно падать в России в начале 90-х. И нашлась такая палочка-выручалочка, как... было две альтернативы. Либо уехать в какую-нибудь другую страну, в США, наверное, прежде всего, и там заниматься наукой, либо не уезжать, остаться своими друзьями и родственниками, но что-то найти. Мне посчастливилось найти вот такую вот нишу и, соответственно, приобрести вторую специальность. Ну, а моя первая специальность – физика атмосферы океана, соответственно, физфак МГУ и так далее. И с 93-го года я в этом процессе. И вот тут на одном слайде я постарался собрать такой вот, такой, вот единый взгляд на вот этот процесс, чтобы можно было одним взглядом охватить. Вот в самом начале, о чем мы думали? А вот сейчас мы выбросы парниковых газов как-нибудь сократим, обяжем там те или иные страны, тем более мы на Эльский протокол заключили насчет озоновой дыры, это отдельная песня, и все. Надо сказать, он вполне успешен, просто опять же перепутали со сроками. Ученые говорили, что он сработает через лет 40-60, а политики и экономисты думали, что он сработает через 10 лет, а журналисты думали, что он сработает сразу. Да. Он работает, и как раз вот все вернется на круги своя, все будет успешно, но где-то к середине века. Так вот, думали, давайте так же поступим. Но из этого мало чего получилось, хотя сделали Киотский протокол, накопили немало опыта всякого углеродного регулирования, проектов, единиц, но изменения климата нарастали, ущерб нарастал, нужно было адаптироваться. Адаптироваться нужно было всем, прежде всего наиболее уязвимым и слабым странам, которые не могли адаптироваться, начать это за свои деньги. Им просто у них не было. Да? Соответственно, Парижское соглашение – это про адаптацию и финансы. То, что в статье там в самом наверху написано, стремится удержать меньше 2 градусов, а лучше 1,5, это некий реверанс крупных стран в сторону наиболее уязвимых. Уже заключая это соглашение, было абсолютно очевидно, что перейдут и 1,5, и перейдут и 2. Это, просто. Но такой дипломатический реверанс. Но дело адаптации пошло, конечно, пошло, все пошло. А по выбросам тоже надо как-то идти вперед. И в Глазго в конце 2021 года, после очень долгих, 6 лет ушло от Парижского соглашения до Глазго, все-таки удалось продвинуться вперед. Добавочно к Парижскому соглашению, и, конечно, только устно, страны дали обещание, а не обязательство, пойти к углеродной нейтральности. Сроки мы тут знаем, мы тоже говорили. Но это, в общем, лучший сценарий, что они это выполнят. В этом случае лозунг ВВФ тогда был keep promise, то есть держите обещание, и это будет дальше и дальше. По адаптации следующий шаг был сделан в Египте в прошлом году. Понятно, что для Египта какие там выбросы? Египет они тоже маленькие. А уж на душу населения совсем маленькие. Да? Там население огромное. Значит, адаптация. И после десятилетия переговоров, вопросы потери и ущерба, наконец, получили финансовое развитие. До этого говорили крупные страны. Так это же давайте в адаптацию замешаем, и даже давали деньги. Да? Но это принципиальная разница, хотя бы на том примере. Если вы можете к чему-то адаптироваться, например, к штормовому ветру, или к урагану, к чему-то, вам дается деньги на какие-нибудь строительные материалы, чтобы построили крепче. И вы можете, дальше говорится, вы должны это дело застраховать. Вот если скорость ветра будет до 35 метров в секунду, это очень сильный ураган, то вы страховку не получаете, потому что вам дали стройматериалы. Если вы цемент пустили на сторону, построили из песка, сами будете виноваты. А так вас должны выдержать. Если будет больше 35, не дай бог, то страховая компания вам выплатит. Да? А в случае потери ущерб это в принципе невозможно, поскольку потери, то есть когда у вас есть вероятность чего-то, штормового ветра, волны жары, да, или волны тепла, так, то есть о чем работать страховому рынку, финансам. Так? Если у вас этого нет, у вас точно этого будет ледник, то кто будет что-то страховать? Нет, конечно. Так? То есть нужно новое финансовое окно или как хотите. И вот только через 10 лет в Глазго в Египте было принято решение
что нужен Loss and Damage Financial Facility, и вот она будет как бы вводиться в работу на следующей конференции сторон. Это будет, наверное, главным достижением и продвижением конференции сторон. Плюс адаптация, конечно, продвинулась, и новые ключевые слова появились. Это продовольствие и nature-based solutions. То есть как с помощью экосистем и снижать выбросы, и адаптироваться одновременно, или там, ну понятно, сажать леса, это все понимают. А побоитесь еще с лесными пожарами в России, мало не покажется. Ну, они, кстати, климатический фактор там тоже есть, но больше всего, конечно, человеческий фактор и фактор просто бесхозяйственности. Так, и следующая конференция сторон чему будет посвящена? Подведению итогов, так называемому, так было решено в Париже, прежде всего по выбросам. Дальше я буду то же самое рассматривать более подробно. Статья 6.4 – это проекты, такие проекты были в Киотском протоколе, некий аналог, но не копия. Будет и в Парижском соглашении точно будет. Формулировки глобальной цели по адаптации и, грубо говоря, организацию потока денег на потери и ущерб. А как же с выбросами? Даст ли это что-то? Ну, пожалуй, не продвинется эта конференция сторон по выбросам. Наверное, никак. Она лишь будет готовить почву для того, чтобы в 2024 году, когда конференция будет в стране Европейского Союза, ну, только из Восточной Европы, ну, может быть, Болгария, например, да, вот там будет принято и как бы какие-то решения по выбросам, какие-то рабочие программы, какое-то давление будет на то, чтобы страны усилили свои планы по снижению выброса, усилили, ускорили. Оно будет именно там, не в Дубае, а вот где-то там, в Восточной Европе. Ну и там же будет принята новая коллективная цель по финансам. Вот у нее такая страшная аббревиатура NQCO. New Quantitative Collective Obligation. Да, коллективно. Ну, а как быть с адаптацией? А адаптацию, как бы эстафету, видимо, возьмет следующая конференция сторон, которая будет в Латинской Америке. Президент Бразилии уже заявил, что он готов пригласить, но решения пока нет. Вот ООНовское должно быть решение. Там, конечно, опять Бразилия будет напирать на nature-based solution, на потери и ущерб. То есть вот так вот шажок за шажочком. И чисто стратегически, что говорится о выбросах, есть такая тенденция. В общем-то, принятие национальных целей и их достижения почти признает на уровне экспертов, конечно, не политиками, что, в общем, не работает. Ну, не работает. Потому что что? Политики под влиянием крупного бизнеса своего. У кого какой есть. Так? Крупный бизнес должен понять, как ему быть в этих условиях. Крупный бизнес, что волнует крупный бизнес? Друзья-конкуренты в других странах. Мы готовы снизить выбросы вдвое, цена продукции будет на 20% больше. Так? Но пусть это сделают все наши конкуренты. Это значит, надо идти по секторам экономики. И уже потом крупный бизнес будет говорить, так, мы РСПП, товарищ президент, господин президент, готовы вот так-то, так-то. Мы, если другие, так-то, так. И все гораздо проще и легче. Так? То есть логично, но это потребует многих лет. Вот пример Международной организации гражданской авиации, где синхронно, и Международной морской организации, это, так сказать, в общем, уже четко сигналы на будущее. Но, видимо, цветная металлургия, черная металлургия, может быть, химическая промышленность, производство удобрений, вот пойдут вслед за этим. То есть как бы перевернуть наоборот. Ну а более подробно об этом написано вот каждый год, 2 раза в год выходит такой обзор, я его пишу, довольно толстый. Он есть на сайте ВВФ России, в разделе «Климат», в разделе «Документы». Почему 2? Перед конференцией сторон и после конференции сторон. Ну а теперь пройдем по 4 как бы сферам. Причем я пойду от менее значимого для следующей конференции, не вообще, более значимому. И наименее значимое как раз снижение выбросов, поскольку каких-то там особо решений вряд ли будет. Да, итоги подведут, но это будет подведение итогов, подводящее к тому, чтобы принять какие-то требования по национальных целям через год, в 2024 году. Потому что Европейский Союз будет рулить, скажем так, да, и требовать. Уход от угля тоже. Скорее всего, та же самая ситуация. Очень такая прозрачная формулировка, наверное, будет
в документе, обобщающем документе конференции, вот такая аббревиатура есть, развитие на будущее. Тоже Mitigation Work Program. Развитие секторного подхода, да, но медленное и постепенное. На уровне сайт-эвентов, бизнес-ассоциаций, там, ассоциация производителей алюминия. Вот они, так сказать, довольно синхронно движутся, и они понимают, что они должны быть вместе. Иначе любой перекос – это уже торговая война, и торговая война, и невыгодная никому. Да, и статья 6.8, вот я бы сюда ее поместил, это всевозможное многостороннее сотрудничество без передачи единиц снижения выбросов. Как бы не рыночная. Вот эта статья потенциально самая главная статья вообще всего Парижского соглашения. Это договориться об общих стандартах, нормах, налогах. Другое дело, конечно, крайне сложно. Так? Поэтому это будет на уровне неких дискуссий о том, что за все хорошее против всего плохого, не более того. Но в принципе, конечно, это вывод на это. И европейский СБАМ, документ, который, они, по-моему, приняли чуть ли не вчера, это сюда. Это именно сюда. Да. Углеродные единицы, прозрачность данных. Здесь уже много говорилось, что единицы без прозрачности – это ничто. Даже если вы их получите, вы их не продадите. Это, в общем, совершенно понятно. Вот. Будет детализация действий, прочее, прочее. Понятно, что страны Центральной Азии должны создавать органы, где-то аналогичные, как по Киотскому протоколу, но не идентичные. И неидентичность заключается в том, что это явно будет, поскольку в Киотском протоколе были обязательства. В Парижском соглашении обязательств нет стран снижения выбросов, ни одной. Это национальные вклады. Выполнил вклад, ай, молодец. Не выполнил, не получилось. И все. Это означает, что это будет гораздо меньший рынок и рынок продавца. Покупателя. При этом передачи межгосударственной практически не будет. Потому что все страны, то есть только несколько стран, Швейцария, Норвегия, Новая Зеландия и, может быть, Япония, с сомнением, заявили, что они хоть что-то купят. Они уже наметили, у кого купят. Уже есть даже договоренности. Это очень дружественные страны с максимальной прозрачностью. Там нет ни одной страны, там, ни Центральной Азии, ни бывшего Советского Союза. И не будет. Но это просто нереально. Да? То есть об этом нужно забыть. Так сказать. Может быть, когда-то, но в ближайшие 10 лет, нереально. Да? Нет, символические сделки могут быть на $1 миллион, да, символические. Но это, чтобы так показать дружеские связи. Купить Японию Кыргызстана на $1 миллион или йен. Какая разница, если символическая, да? Вот. А вот проекты, но раз это рынок покупателя, причем очень подверженного влиянию гражданского общества в своих странах, то покупаться будут только безукоризненные единицы. В чем безукоризненность для общественности какой-нибудь там Норвегии или Германии? То, что не то, сколько стоят выбросы, так, и не то, какая там технология, а как это влияет на экологию и на жизнь местного населения. То есть социально-экологическая конъюнктура должна быть идеальной. Только это может дотащить проект до покупателя. Лучше это обговорить, конечно, заранее. Просто выход на рынок с какими-то единицами, но если действительно прекрасный проект, найдется. А если так себе, то стоит адаптация природные решения продовольствия. На следующей конференции будет только формулировка глобальной цели по адаптации, не более того. И продвижение темы природных решений, продвижение темы продовольствия, безусловно, без каких-то решений. Заметьте, продовольствие впервые появилось как слово только в Египте. Природные решения впервые появилось как отдельное направление работы только в Египте. До этого страшно сопротивлялись, и вы знаете кто? Африканские страны, прежде всего, африканская группа. Почему? Потому что у них и так есть поток денег, и они думали, что если сейчас сюда придут проекты к нашей природе, то придут какие-то пришлые, и будут деньги. Вот сейчас мне дают грантовые деньги, чтобы я катался по всем конференциям ООН, я там государственный служащий да? А вот придут пришлые, денег станет больше, но меня выпрут из этой колоды. По разным соображениям, вплоть до этнических.
Африка. Да? И поэтому сопротивлялись. Что есть, не потерять. Но их, конечно, сказать, переубедили, но это шел лишний годик. Да. Вот. И усиление роли, конечно, уязвимых развивающихся стран, прочее, прочее. И самое главное, это заключительный слайд у меня по обзору, это финансы и потери и ущерб. Да, конечно, будет обсуждаться вот эта вот долгосрочная цель, так, исходя из 100 миллиардов долларов в год. Надо сказать, оценка того, что сейчас, это где-то 85, это не так уж и мало. Да? То есть где-то по трети дает Международное агентство помощи национальные, там USAID и так далее, GIZ, где-то треть Международные банки развития, треть частные средства, несколько процентов Зеленый климатический фонд. Журналисты иногда путают средства Зеленого климатического фонда, который под прямым управлением РКИКОН от всего. Вот. Ну и, конечно, стандартная будет как сказать, конфликт, что страны будут требовать, что надо больше грантов и больше на адаптацию, а им будут отвечать доноры: да-да, конечно, но мы сами знаем, на что давать. Кому хотим, того даем, что даем. Но, конечно, то, что доля грантов будет увеличиваться, это точно. Потому что невозвращенные кредиты, они, в общем, никому не нужны. Это, в общем, тоже не очень здорово. Хотя надо понимать, что для частного сектора кредит гораздо привлекательнее. Тут, это будет спор очень громкий, но он лишь принесет то, что постепенно, сейчас на адаптацию 25% всех средств, и в виде грантов, это опять же на все, тоже 25%. Может быть, это сместится на 28, а может быть на 33. Нет, никто цифру нигде не позволит написать, но тренд есть, и эти громкие крики, они приведут к добавочному толчочку этого тренда. В этом смысле показать высокую ответственность стран Центральной Азии на всевозможных сайт-эвентах, в виде докладов, всего-всего, то, что мы ответственно в использовании получаемых средств, мы используем их целевым образом, софинансируем, хоть сколько можем, но софинансируем. Так? И мы принимаем и реализуем достаточно сильные национально определяемые вклады. Там есть часть по адаптации, есть часть по выбросам. И показываем, что это для нашей страны это действительно сильно, потому что если сравнивать с тем, что было без этого, это действительно больше. Хотя выбросы наши растут. Ну и что? Что ж, так. Вот последний этот АНУФ или НДС Казахстана, мне кажется, он очень грамотно составлен. Там показано, что можем снижать так, а можем снижать гораздо сильнее при наличии таких-то средств. И расписано как что. Вот вам меню, господа, покупаете или нет. Когда купите, не купите, значит будет вот так. И очень много про адаптацию, что они делают, что понятно. Честные ребята, они прежде всего заботятся о том, чтобы сейчас не потерять адаптации, и предлагают нам меню. Мы, пожалуй, пока не купим, но ребята честные. Так, и самый яркий вопрос, это то, что будет уже операционное решение по операционным решениям по loss and damage, financial facility, будет, естественно, и в целом потерями и ущербом занимается так называемая Сантьяго Фреймворк, сеть, что ли, как назвать, программа реально, наиболее, которая шире просто financial facility, там может быть обмен технологий, там может быть какое-то образование, чего-то еще, или вот выясните, что делать, да? Что делать? Никто не знает, что делать. Давайте вместе сядем, понять, все страны с ледниками, да, хотя бы посмотрим, может что-то делать или ничего не будет. Может, швейцарцы красят белый цвет. Получается? Получается. Но это можно построить, когда одна горнолыжная трасса, или даже тряпкой накрыть белого цвета. Но тут не накроешь тряпкой белого цвета. Хотя получается. Вот. И вопрос, кто получатели и как в это включиться. То есть тут нужно быть очень активными и быть и заявление стран, хотя бы стейтмент каждой страны, показывать свой павильон, сайт-эвенты, участие в Climate Wonder Forum, об этом мы уже говорили, документирование того, что действительно очень уязвимые страны. Так, здесь же я затрону вопрос, он задавался, а как участвовать неправительственным организациям? Через КЭН можно, конечно, но там всегда дефицит баджи, это безусловно. В принципе, хороший тон – это когда в делегации страны есть представители неправительственных организаций.
При этом общий, так сказать, порядок и в развитых странах, что этот человек, конечно, подчиняется главе делегации. Если ему разрешено говорить с прессой, то разрешено. Не разрешено, ну, значит, не разрешено, значит, надо подчиняться. Да, этот человек понимает и знает, и твердо обещает, что он никогда не придет на то собрание делегации, где что-то обсуждается с грифом, это совершенно понятно, и никогда даже не спросит, что там написано, то есть будет соблюдать внутреннюю дисциплину, но это есть и в делегации Швейцарии, и где угодно. Да, это, в общем, совершенно... Такое было и в делегации России, тоже было, но сейчас нет. Может быть, будет, да, хорошо бы, чтобы было. Но это буду не я, это понятно. Но будет, наверное, какой-нибудь толковый человек. Вот. Так. А почему это важно? Вот просто в заключении покажу один слайд. Вот это слайд из 6-го оценочного доклада, из лучшего, что сейчас есть, что собрано. И что мы видим? Вот степень уязвимости. Вот здесь вот. Да? Мы не видим красного или темно-красного, high. Мы видим медиум, не особо уязвимый уж. А Казахстан вообще мы видим low, низкую уязвимость. Ну, в среднем, наверное, по территории Казахстана она не очень высокая. Ну уж точно, что медиум, а не low. А уж точно, что среди южных стран вот выделен Афганистан, да, и Индия. Так? Вот Афганистан very high, так, Индия high, да, а почему Таджикистан рядом надлежащий не так же? А просто потому, что, ну, Афганистан, все понимают, это что-то такое, извините, ужас-ужас, наверное, давайте ставим very high, да? Но такого ужаса, слава богу, не воспринимается так Таджикистан. То есть и в самом докладе написано, что мы понимаем, что недостаток данных, и, вероятно, тут есть искажения, мы это понимаем, но из того, что у нас было, мы собрали вот так. Везде ссылки есть, все есть. Дайте нам еще ссылки в научную литературу, мы включим. То есть нужно, вот было правильное слово, документировать. Документировать где? В виде данных и в виде научных публикаций. В научной литературе, ну, на английском языке лучше тогда лучше проходит. Ну, сейчас уже не проблема. Да. Маленьких, больших, неважно каких, понимать, что это все рецензенты будут шерстить, но все равно, если это данные адекватные, никакой рецензент не потопит. Вот. И все будет опубликовано, и все будет учтено. То есть сейчас это, конечно... Ну и тут как бы формула, вот надо идти по шагам. Почему я чувствителен? Потому что воздействие, то есть, скажем, насколько сильнее стали засухи и насколько длительнее. Так? Вот настолько там, 10, скажем, чего-нибудь. Так? Делю на мою сопротивляемость. А что такое моя сопротивляемость? Это наличие у меня ресурсов. Вот у меня столько, 3 копейки, всего, даже не 4. Деленные на мою чувствительность. А чувствительность у меня высокая. Вот и получается. По этой формуле можно пройти по-разному и получить, что уязвимость не очень велика. Вот Вологодская область, где я живу, вот так и получается. То есть это не всегда приводит к тому, что вот здесь большая цифра. Скажем, ресурсов в Вологодской области мало. Ну, Северсталь там, конечно, есть, но деньги же уходят в Северстале. Но сенситивити маленькая. Ну, маленькая сенситивити к тем измене климата. Там маленькая, да, по тем или иным причинам, да. Да, дороги не проезжие в распутицу, они всегда были не проезжие, поэтому ни о чем, кроме буханки УАЗа, не проедешь. Буханки есть. Проезжает скорая помощь и полиция. Кто еще купит себе буханку, тоже проедет. Ничего нового как бы не произошло. Так? Поэтому получается resilience довольно высокая. Так? Импакт не такой уж и большой, но есть. Делим это, получаем, что не особенно vulnerable. Смотрим региональный план адаптации Вологодской области, видим много слов, и, в общем, ничего делать не собираемся. Но давите мы, ребята, да вы сумасшедшие, говорит, нельзя, потому что понимаем, что это, в общем, не собираемся. А возьмем, скажем, Архангельскую же область, там гораздо хуже, там серьезнее, да? Поэтому там все с деньгами. Но тоже с деньгами оно хитрость. И никак они его не публиковали, и никак ничего. Потом, в конце концов, ну, докопались, конечно, да, неправительственные организации. Ну, там хитрые есть вещи, когда, скажем, 10 миллионов рублей на создание какого-то бумаги.
или 50 миллионов рублей на создание какой-то бумаги, типа карт, которая, в общем-то, уже есть. Ну и так далее. Так что не будем совсем смотреть через розовые очки, но то, что это надо, и то, что это нужно документировать и доставлять, это совершенно обязательно. Я специально привел российский пример, где я знаю, что как бы, начинай критику с себя называется. Ну давайте уж договорил, то есть ситуация сложная, но решение есть. И тут WhatsApp мой и личная электронная почта, которая, она неуязвима, она не кончается на .ru, соответственно, поэтому она всюду вся годится и везде работает. Просто я, чтобы вам легче было как-то записать. Так, слушаю вас. По поводу вот этих индикаторов, вот можно вернуться к предыдущему слайду? Там просто вот то, что вы сказали, ну вот vulnerability понятно, а вот как вот определить, например, сенситивность? Какие, вот это в каких, ну не знаю, единицах, да, вот в каких, вот ресурсы понятно, ресурсы есть, а как вот сенситив для меня немножко непонятно. Ну вот медики, приведу медицинский пример, да, медиков спрашивали. Ну что, все просто. Когда жара, да, смотрим, сколько у нас людей 65 плюс или 70 плюс. Сколько из них страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сколько из них живут на верхних этажах пятиэтажек без лифта, где они там будут замурованы, и, извините, скорая помощь, конечно, вытащит, но смогут ли их оживить, еще спорно. Да? Если это количество большое, вот те сенситивити страшенная. Если этого мало в каком-то городе новом, или все живут в одноэтажных собственных домиках, оно все гораздо меньше. То есть для них важно количество выездов скорой помощи и количество преждевременной смертности по сравнению с базовым уровнем. Если он больше, сильно значимо, ой-ой-ой. Если не особенно, ну и ладно. То есть тут надо рассматривать каждый случай конкретно, но в цифрах обязательно. И в каких-то наглядных цифрах, чтобы было понятно и лицам, принимающим решения, что вот этот медицинский пример был приведен, потому что он душераздирающий. Был вот список. Супружеская пара, 94-92 года, погибли, не смогли выйти из дома. Скорая помощь приехала с опозданием. И так далее. Видите, что? Теперь... Алексей Олегович, это очень для нас важно, потому что для нас это был действительно очень большой вопрос. Получается, это можно вот такой вот sensitivity делать оценку для каждой группы населения, например, для людей, работающих на открытом воздухе. Да, Ну, сектор. Нет, даже может быть это вот в контексте города, допустим, там городская уязвимость. То есть прежде всего же мы рассматриваем человека, там, а не какие-то там инфраструктуру. То есть а какие у нас группы населения, да, различные есть. То есть люди, прежде всего, которые на открытом воздухе работают. То есть есть там дети, пенсионеры и так далее. То есть мы каждую группу должны вот так вот в принципе оценить. А эти данные в принципе доступны. Чудеса. Да, то есть и начинать надо с изюмин в булке. То есть вот есть какие-то изюмины, вот сначала их выкатить, да? Не думать, что вот ага, у нас вот столько секторов экономики, столько того, столько того, вот мы все посчитаем, потом все представим. Нет, сначала какие-то горящие точки, где данные есть. Потом появятся да, там, по сельскому, по водному, может и по работе каких-то промышленных предприятий или там, ну скажем, та же АЭС, да? Когда жарко, ведь ей тяжело, потому что ей нужна холодная вода. А если холодной воды нет, что делать? Ничего не делать, да? Почему во Франции на берегу моря много стоит? Холодная вода? Очень удобно. А пруд-охладитель или озеро-охладитель мелкое и плоское. И как она будет работать в жару? Ну, не хочу никого, так сказать, пинать, но... Нет, ну сама ТЭЦ, там же термодинамический цикл, да, там нужна холодная вода. Нет, я просто хотела дополнить, что вот говоря о чувствительности, зачастую, по крайней мере в моей практике, когда мы делаем гендерный анализ, да, насколько женщины и мужчины чувствительны и насколько они готовы к адаптации к климатическим изменениям, то зачастую эти люди совершенно не понимают, они живут, они мучаются, у них есть проблемы, но они совершенно не понимают, что это связано с климатическими изменениями, что-то надо делать. Да? Я просто вот хотела поделиться с этим. Ситуация, она такова на сегодняшний день. Да. Спасибо. Так, коллеги, пожалуйста, комментарии, может быть, вопросы, которые оставляли на потом.
Мы перевроде. Нет, почему все? Следующий слайд еще. Нет, следующий слайд просто содержит мою электронную почту и телефон для WhatsApp. И прекрасный ледник, который демонстрирует потерю себя. Спасибо. А вон вопрос еще был там, да? У нас же есть 10 минут, да? Алло, да. Работаю. Здравствуйте, меня зовут Улугбек, я из Джайшелмуна. В каких программах конвекции было бы полезно принять участие Кыргызстану? Каких что? В каких программах конвекции было бы полезно принять участие Кыргызстану? Всех. Всех? Наверняка. Нет, ну потому что конвекция это в основном Центральная Азия и Закавказье. Украина теперь Европа, еще есть Молдова тоже фактически Европа, хотя они формально здесь. Еще есть две страны, но там свои сложности. Там ни в чем не примешь сейчас участие. Поэтому заточена должна быть программа на Закавказье и на 5 стран. Ну вот 8 стран, да. Если она заточена... Да, руководитель и координатор может быть любой. Сейчас Ольга Бойко прекрасная. Ну, она сейчас в Киеве, вернулась в Киев. Насколько я знаю. То есть это не важно, где человек находится. Алексей Олегович, Это из Дума, да? Нет, это здесь. Да, Алексей Олегович. Да, вижу вас. Так, у меня вопрос следующего содержания. Вот смотрите, вы рассказали, как проходит обсуждение вопросов климатических, так сказать, на международном, на самом высоком уровне межгосударственного взаимодействия. Мы сейчас обсуждаем в рамках представителей гражданского общества, да? А вот скажите, есть ли такие, может быть, дорожные карты или какие-то инициативы по подготовке или переподготовке управленческих кадров младшего и среднего звена? Потому что те вопросы, которые вы затрагиваете, это, собственно, долгосрочное планирование. Их нужно учитывать при осуществлении своей деятельности и закладывать в рамках программы деятельности тех людей, которые придут после. А последствия, собственно, незнанием отчасти, они катастрофические. Там, если даже говорить не о 3 миллиардах переселения, а там об 1% переселения, это, да, это не цивилизационный коллапс, но социальный коллапс точно. Хотя бы взять для примера со времен облик Европы, когда там вот буквально волна иммиграции 10 лет, и там не такие цифры. Да. Ну, тут это, наверное, вопрос больше вот представителям каждой страны, то есть что в каждой стране что-то делается или как? Тут как раз вот именно вот этот я хотел вас спросить о балансе. То есть вы говорите, что, например, там, в течение 50 лет на международном уровне придут к каким-то соглашениям, возможно, но к этому времени уже должны быть подготовлены люди, которые эти соглашения будут выполнять. Как это сейчас реализуется? Ну, наверное, скажите, потому что это же, вы же имеете в виду в Кыргызской республике? И в Кыргызской республике в частности, и на международном уровне вообще. Я начну с Кыргызской республики, а если Алексей Олегович что-то придет, то тоже... Потому что я знаю, что по Центральной Азии ПРООН реализовывал проект по климатической дипломатии. Это вот у вас очень важный вопрос, потому что на самом деле, а кто будет реализовывать, собственно, вот все те договоренности, да, о которых мы говорим. Это первый момент, потому что по большому счету, вот к КОП-26 ведь была ситуация, когда министерство, тогда это было не министерство, а госагентство в тот момент, они обратились, в том числе к нам, к гражданскому обществу, с вопросом, ребят, завтра ехать, ну, грубо говоря, завтра в кавычках, с чем? Что там делать, как там быть, да? И хорошо, вот здесь вот сыграла роль вот эта сетевая взаимопомощь и взаимоподдержка, да, потому что тогда мы просто там буквально в течение 2 недель сделали ряд зумов, да, то есть таких вот вебинаров, где тоже Алексей Олегович, кстати, выступал, и тогда и вот Ольга Бойко из КАН, и тогда прозвучала вот эта рекомендация, что, ребят, вот вы туда едете, ну, как бы не ставьте себе слишком огромные планки, потому что, конечно, хочется там вот, ну, все, да, но это колоссальное действие, да, где много тысяч людей, вам нужно очень четко
простроить свою стратегию, да, каждый кто, ну и так далее, да, то есть масса вот таких нюансов, где-то очень простых и человеческих, начиная от того, что где распечатать там какие-то документы, где еще что-то, и заканчивая политическими решениями, в том числе вот этот вот Climate Vulnerable Forum, да, про который сегодня мы говорили, это тогда прозвучала вот эта вот рекомендация, что, ребята, надо туда идти, да, и это большое счастье, что к этому прислушались и все-таки стали стороной этого форума, да. Вот, это первый момент. То есть есть разные потоки, да, то есть есть нечто такое относительно устойчивое, это в виде вот этой климатической дипломатии, но, насколько я понимаю, это ряд тоже семинаров, вебинаров, которые были записаны там на камеру, где они находятся сейчас, я не знаю, я не занималась этим, и это тоже действительно хороший вопрос, да, у кого к этому есть доступ, а какая преемственность и так далее и тому подобное. Я понимаю, почему вы задаете вопрос про среднее и младшее звено, да, потому что мы видим, как быстро меняются топ-левел, да, управленцев. Сегодня один, завтра другой, учи, не учи, но при этом это тоже очень важно, чтобы они разделяли вот этот подход. Есть сегодня, буквально не так давно, стартовал проект ПРООН по созданию хаба, образовательного хаба внутри Министерства природных ресурсов. И на самом деле инициатива исходила из самого министерства. То есть они сказали, слушайте, ну вы знаете, да, что у нас очень сильно поменялся весь став практически, да, и они сказали, слушайте, нам нужно готовить отчеты, да, по конвенциям, мы не знаем. И это была очень сильная позиция, да, что сказать, а здесь у нас нехватка, да, и нам нужно это каким-то образом зашить, да. И в этом смысле, происходят какие-то действия, но, возможно, они недостаточно системные пока, они недостаточно, ясные, да, где-то, но вот какие-то шаги есть. Есть большая международная инициатива, которая называется UNCCLeon, это инициатива ЮНЕП, но это программа, направленная на повышение образования, да, в сфере изменения климата. Но она не касается именно управленческого звена, да, в большей степени там, студенты, школьники и так далее. Но это действительно то место, которое требует приложения усилий и какой-то такой я не знаю, стратегического подхода к этому. Да, спасибо. Во всем мире говорят очевидные вещи, что надо начинать со школы, чтобы это было в школьных курсах. Дальше, чтобы это было в курсах просто обычных образовательных. При этом понимают, что людей совсем старшего поколения, которые уже как-то закоренелые скептики, есть такая часть, их уже нельзя. Да? А вот со школы это совсем другое дело. Хотя бывают казусы, скажем, вот есть национальный план адаптации России. Да? Там довольно много пунктов, он совершенно разумный план. Там есть все ведомства, какие-то с радостью, Минздрав, Минстрой, понятно, СНИПы надо менять, да? Минэкономики, руководители, двух министерств нет, стоят как скала. Минтруд, у нас миграция не климатическая, говорит, так будет? Нет, у нас нет. И Министерство просвещения. Вот пока Министерство просвещения занимает такую совершенно идиотскую позицию, сложно что-то сдвинуть. Но я надеюсь, что в Кыргызстане лучше. Да, спасибо. К сожалению. Коллеги, вопросы, комментарии? Пользуясь случаем. Да, Алексей Олегович, вы сказали там, что нам надо, государства должны создавать институт, да, определенный. Для проекта. Вот что за институт, скажите несколько слов, потому что для нас, как для общественности, это важно, потому что мы же тоже занимаемся, вопросами, поднимаем эти вопросы на уровне министерства ведомств. Да, как сформулировать это все верно, чтобы это было... Значит, это было во времена Киотского протокола, тогда был механизм чистого развития. Я не знаю, честно говоря, Кыргызстан участвовал в этом или нет. Это 8-12 год. В Казахстане точно создавалось, я просто не знаю. То есть, что это имеется в виду? Что любой проект должен быть рассмотрен специально авторизованным органом. Так? Nationally Designated Authorities.
Теоретически это может быть даже один человек, это не обязательно институт. Так? Но без как бы подписи этого человека это невозможно. Второе, ну, нет, вот смотрите, вот вы осуществили проект. Начинаете, проект как? Сначала сформулировали проект, и дальше тот или иной, если это проект Парижского соглашения, тот или иной аудитор, он называется валидатор, и там будут аккредитованные и в секретариате список прочее, аудиторских фирм, должен подтвердить, этот проект годится вам критериям Парижского соглашения. Годится. Так? Дальше вы... да, но перед этим вы должны получить как бы добро своего вот, от Designated National Authorities. И, кроме того, должно быть понятно, что вот у вас общий объем выбросов, вот он, скажем, вот такой. Да? Проект чуть-чуть снижается, но это снижение будет учитываться и рассчитываться отдельно, то есть вся траектория останется тем же. Так? Это будут отдельные единицы, которые отдельно войдут в национальную статистику и доклады, или вообще не войдут, но будет понятно, что государство достигает поставленных целей без этого проекта. Этот проект дополнительный. Ну и это должно быть подписано. Так? Ну и, соответственно, дальше. Дальше проект отправляется в секретариат, регистрируется в специальном реестре или регистре. Дальше проходит, скажем, год. Вы говорили, вот уже работают там чего-то, выбросы меньше за счет того-то. Тоже аудитор, он уже называется верификатор, это проверяет, подтверждает, в реестре появляются единицы, и вы ищете покупателей. Или, наверное, довольно часто бывает, когда вы заранее договариваетесь с покупателем, это лучше всего, он вам выдвигает свои критерии, так, и, соответственно, вы им заранее следуете. Но теоретически, может быть просто свободный рынок, но тогда должен быть проект очень хороший, прежде всего с точки зрения социально-экологической. Но без вот, то есть этот орган, это, так сказать, вот у него кран. Мой вопрос, он более научного, такого спорного характера. И как раз, когда мы затрагиваем тему Центральной Азии, у меня назрел такой вопрос, он недавно поднимался на экологике, его показывали вот насчет поголовья коров. Ну, есть научный факт, что поголовье коров, как бы коровы выпускают 100 вредных газов, один из метан, ну и один из страшных газов из солей это аммиак, то, что вредит человеку, как бы и не только человеку, но и всем животным. И в этой части вот именно скотоводство, поголовье коров, как бы все это характерно больше для стран, как Казахстан, Кыргызстан, ну, потому что здесь основной упор стоит на сельскохозяйство и на животноводство. И вот вы сказали, упоминали о ледниках, как бы поднять этот вопрос на каком-то международном уровне. И можно ли поднять этот вопрос о сокращении животноводства как бы до сбалансированного какого-то уровня? И вот, собственно, вот и вопрос. Значит, этот вопрос постоянно поднимается, только не в этом контексте. Сократить или преобразовать животноводство так, чтобы пастбища остались более или менее в удовлетворительном состоянии. То есть с точки зрения именно пастбищ и там, природы, экосистем, а не с точки зрения потока метана. То есть это все время, это, так сказать, ключевая важнейшая вещь, как там вместо одной породы другой, или яки где-то, или что, кто-то еще. Теперь, что касается метана. Ну, метан дает где-то 18% усиления парникового эффекта. Вернее, из тех, что выбрасывается сейчас, там немножко хитрее, то есть порядок величины такой. Из них называется это внутренняя ферментация крупного рогатого скота или животных, это треть примерно, то есть 6%. То есть во всем мире в целом это 6%. Надо понимать, что это очень немного относительно энергетики или относительно даже того, что происходит при сведении лесов. Теперь, какой скот? Только высокопродуктивный молочный скот. Высокопродуктивная корова, которая дает там, 20 литров молока в день,
она будет давать выбросы метана в 1000 раз больше, чем, скажем, корова, которая дает 2 литра молока в день и пасется где-то там на склонах чего-нибудь. Да? То есть это не поголовье, а бычки мясные, они вообще ничего не дают. То есть тут надо смотреть не за поголовьем, а за количеством крупного рогатого скота, именно молочного, высокопродуктивного. Вот в российском называется кадастр, National Inventory, но по-русски это кадастр, национальный кадастр, источник, там это прописано очень подробно. Очень подробно. Нет, там, конечно, учитываются и другие животные, даже козы и овцы, но они дают чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Посмотрите, там очень обстоятельно люди подошли. То есть это малый источник. Малый источник, он есть, безусловно, но не надо его драматизировать, уж ни в коем случае не, так сказать, не зажимать, да? Но понимать, что серьезная проблема от роста именно поголовья, вот тут как раз не продуктивный скот, эта корова, она обычно либо в стойле стоит, либо рядом ходит чуть-чуть. Далеко обычно не уходит. У меня вопрос по Орхусским центрам. Да, мне просто очень интересно. Да, мы знаем, что он сейчас около 60 Орхусских центров в 14 странах. Да, это та платформа, которая в первую очередь должна обеспечить участие граждан, общественности в вопросах, да, экологических вопросах, доступ к правосудию там, и так далее, там, создавать какой-то определенный диалог с государственными органами и активистов. У меня как бы свое такое мнение об этих Орхусских центрах, но я хотела бы слушать ваше мнение, на какой их вклад вообще в целом в борьбе с изменением климата на сегодня. Знаете, мне всегда рекомендовали, что на каждый 5-й, 6-й вопрос надо отвечать «не знаю». Потому что представлять из себя знайку – это очень глупо. Не знаю. То есть Россия вне этого процесса напрочь и всегда была не участником Орхусской конвенции. Ну и просто, наверное, да, через тот же КЭН, ведь в КЭН еще есть, вот скажу тогда, там есть региональные группы, а есть тематические. И вот во время любой конференции работает климатически по выбросам, по адаптации, по природным решениям. Так? Вот туда можно подсоединиться хотя бы на уровне участия в электронной почте, участия онлайн. Это важный момент. Через координатора регионального можно в эту группу войти. И как-то это... Там явно есть права человека группа. Human rights, гендерная, climate justice, вот всякие такие вещи. Без них просто никак. Может быть, это вопрос тогда к Ане? Пару слов буквально о работе Орхусских центров в Кыргызстане особенно. У нас в Аше, вы меня на тонкий лед. На тонкий лед вы меня сейчас стараетесь вывести, потому что мы не взаимодействуем особо с Орхусскими центрами по климату. Было, хотя я знаю, что они там они работали по ряду направлений. Я знаю, что единственный раз мы пересекались с ними, и мы делали круглый стол по гендеру и климату. Это вот было. Но опять же, я говорю о своем опыте, да. Говорить о, контекстах в целом, я не знаю. То есть у меня информации мало вот про это. Но видела, что участвовали, в частности, там была экспертная группа, когда они, я не знаю, по-моему, в НАПе что-то делали и так далее. Может быть, другие коллеги знают про это больше, чем я, как-то не сильно я информирована. Так, Алексей Олегович, у меня вопрос к вам. Вот ваше отношение к заявлениям лидеров Центральной Азии, они с высокой трибуны по очереди заявляли, что сохраним наши ледники. Вот ваше отношение к этим заявлениям. Потому что сегодня, вокруг этой темы вы тоже несколько раз коснулись. Сохранить ледники невозможно, вот надо понимать. Они, видимо, под словом «сохранить» имели в виду «давайте позаботимся о ситуации». Я думаю так. Как может сохранить? Как технически вы себе это представляете? Хотя мы знаем, что это благое дело, и надо, не нужно говорить, что вы говорите ерунду, надо говорить, мы это понимаем, как нужно заботиться, и эти потери, где можно, может быть, уменьшать даже, а главное, уменьшать ущерб от этого. Вот как-то так. Потому что, я говорил, Центральная азиатская программа, там
вишенка на торте, тигр. Он там был 100 лет назад, живой. Генетический анализ показал идентичный Амурскому, то есть не проблема. И когда встречались два президента России и Казахстана, они как-то беседовали, да, говорит, степной саблезубый тигр – дело хорошее. Бред сказали, почему степной, почему саблезубый? Но дело же пошло вперед, так что ничего. Так и отношусь, как к степному саблезубому тигру. Сейчас, Алексей Ильич, порядка информации, значит. Мы буквально вот недавно закончили проект полиглицологический. Вот. И по результатам этого анализа, значит, мы углеродное датирование Германии, Венгрии, Израиль делали, значит. Это внутренний Тянь-Шань, северный Тянь-Шань и Памир-Алай ледники, моренные ледниковых комплексах. То есть наши ледники в позднем плейстоцене, площадь леденения составляла 60 тысяч квадратных километров. А сейчас всего-навсего 6684 квадратных километров. То есть за 13 тысяч лет стадиальный распад. Это до промышленной революции еще происходило, понимаете? Естественно, это всем известно, но ускорение пошло сейчас. Вот есть ледники, скажем, Актру на Алтае, на Кавказе. Вот ледник отступал так-то, так-то, так-то. Поэтому не то, что там вот резко изменилась геометрия, да? Сейчас он стал отступать последние, скажем, лет 30. Там же стоят всякие приборы и все. Да. Они фиксируют и температуру, они фиксируют более часто выполнение дождя. А вы знаете, что дождь это главное, как бы способствует таянию, да? Даже больше, чем температура. Ну, естественно, а зимой дождь уже. Вот до этого уж, ну, наши правнуки увидят. Наверное, да. То есть нет, это все, конечно, учитывается, это понятно. Понятно, что они сокращаются, потому что мы все дальше идем от ледникового периода, уходим. Нет, в целом, значит, за Голоцене, значит, этот процесс идет. Да. Да, и то, что мы говорим насчет эмиссии, насчет сокращения эмиссий и так далее, это может быть какой-то небольшой... Нет, это легко измеряется. Вот, скажем, там, где наблюдения ведутся, ну, скажем, 150 лет есть где 100 лет, вот отступал вот с такой скоростью. 1880 года да, обычно, да. Сейчас увеличилась скорость. Да. Если она где-то не увеличилась, слава богу, очень хорошо. Дальше фиксируется температура, фиксируется выпадение жидких осадков, это фиксируется. Оно стало больше или оно не стало больше? Так? То. Ускорилось или не ускорилось? Наверняка есть ледники северного склона, у которых как была скорость, так и осталась. Ну, очень хорошо. Да, то есть тут